Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Духовное возрождение и формирование единой идеологии в стране. Сейчас это один из главных пунктов реализации национальной политики России. Активную работу начали вести на региональном уровне. Круглый стол во Владикавказе собрал представителей всех конфессий и национальных обществ. Во Владикавказе прошел показ фильма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фильм адаптирован для слабослышащего и глухонемого зрителя. Язык жестов сопровождается и голосовой озвучкой. Это дает возможность смотреть картину всем. Фильм «Северный Алан» увидели жители Владикавказа. Кинокартина стала продолжением цикла фильмов об истории Алании. Это еще одна работа режиссера Тимины Туаевой об аланском феномене в европейской истории, неразрывности культурных связей народов Европы и России. Эти и другие темы далее подробно. Духовное возрождение и формирование единой идеологии в стране. Сейчас это одни из главных пунктов в реализации национальной политики России. Активную работу начали вести и на региональном уровне. Круглый стол во Владикавказе собрал представителей всех конфессий и национальных обществ. Участники встречи особо подчеркнули, что в 90-е после развала Советского Союза духовное развитие общества ушло на второй план. Теперь приходится все наверстывать. Начинать, по словам специалистов, нужно с самого юного возраста. Кроме того, необходимо усилить работу на уровне муниципалитетов. У России многовековой опыт сосуществования разных народов, а Северную Осетию и вовсе называли лабораторией по изучению межэтнических отношений. Сейчас республике нужно делиться положительным опытом. Эксперты подчеркивают, что в Европе политика мультикультурализма провалилась. Страны взяли курс на ассимиляцию народов, а в этом случае теряется их национальная самобытность. В Северной Осетии такой проблемы нет. Да, наше министерство как орган государственной исполнительной власти, естественно, работу ведем именно в этом направлении, чтобы все конфессии, которые у нас находятся, чувствовали себя свободно, они развивались. Мы создаем для этого условия. И, естественно, взаимодействие между ними даже и между нами, естественно, ведется очень тесно и плодотворно. И наша работа, я думаю, заключается в том, чтобы создать для них все необходимые условия для того, чтобы они могли реализовывать те планы, проекты, которые у них есть. Особое внимание сосуществованию мировых религий и традиционных осетинских верований. По словам духовников, есть некая напряженность, но ее пытаются снять. В частности, проводят службы на осетинском языке. Сейчас в республике строятся сразу 3 крупных храма. Растет количество религиозных организаций, которых за несколько лет стало почти в 2 раза больше. Чтобы не допустить зарождения радикальных течений, участники круглого стола единодушно согласились с необходимостью наблюдать за их деятельностью. В ходе встречи также было предложено усилить исследовательскую работу и даже издавать совместную религиозную газету. Все рекомендации вошли в итоговую резолюцию. Следующим этапом должна стать практическая реализация намеченного. Яна Гайгиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. Итоги 2014 года обсудили сегодня на совещании в Управлении Федерального казначейства по Северной Осетии. Одним из главных результатов стало то, что удалось вовремя выплатить бюджетникам заработную плату, несмотря на дефицит республиканской казны. Также в ведомстве успешно протестировали пилотный проект по системе управления финансовыми средствами. В его основе отказ от дорогих банковских займов. Успешный опыт республиканского управления будут применять и в других субъектах СКФО. То есть те функции, которые выполняет сегодня наше управление, и при этом по ряду новшеств, по ряду новаторских программ является пилотным проектом, именно пробуется на нашем управлении, и тоже говорит о том, на каком счету федерального казначейства находится наше управление. Работа республиканского казначейства признана одной из лучших в стране. Прошлым летом управление отметило свое 20-летие. Все это время ведомство регулирует своевременное и грамотное распределение бюджетных средств, обеспечивая финансовую безопасность республики. Тамила Хамицаева, Яна Гагиева, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ. Доступное кино для каждого. Во Владикавказе прошел показ фильма для людей с ограниченными возможностями здоровья режиссера Оксаны Сенниковой. Картина «Где ты, счастье» рассказывает о жизни 5 школьных подруг. Их судьба сложилась нелегко. Каждая перенесла тяжелые испытания, но все же вместе они смогли справиться с жизненными трудностями. Фильм адаптирован для слабослышащего и глухонемого зрителя. Язык жестов сопровождается с голосовой озвучкой. Это дает возможность смотреть картину всем.
Инициаторами показа художественного фильма выступили активисты общественного движения «Я помощник президента». Фильм, который снят для слабослышащих, глухонемых людей. Соответственно, мы пригласили сюда публику, в первую очередь такую подобную публику, с целью показать им этот фильм и приобщить их к обществу в целом. То есть показать осетинскому народу и людям, проживающим на территории Северной Осетии, в тот момент, что есть такие люди, и их нужно ценить, уважать и помнить, что они являются частью общества. Известный осетинский режиссер Семина Туаева вновь обращается к истории предков. В литературной гостиной прошел показ фильма «Северные Аланы». Основой для картины послужила книга норвежского путешественника Тура Хейердала «В погоне за Родиной». Увлекательная история об исследованиях Хейердала в России, о том, как аланские вожди стали скандинавскими богами, теперь обрела и киноверсию. Это еще одна режиссерская работа об аланском феномене в европейской истории, неразрывности культурных связей народов Европы и России. Лента стала продолжением цикла фильмов об истории Алании. 7 картин уже вышли в прокат. Совсем скоро появится 8-я. Она будет называться «Аланы. Путь Востока». Фильмы пользуются большой популярностью. Картины уже поступили в продажу и набирают большое количество просмотров в интернете. Все практически знают в Осетии об этом цикле. Это уже 7 картин сделано. Сейчас вот я монтирую, сижу Китай. Потом будет «Путь с Востока». Сейчас я как раз занимаюсь документами на новые фильмы. Планируем поехать в Крым, потому что как-то восстановить историческую справедливость. Потому что когда говорят о Крыме, ни слова не говорят. Крымчане-то знают о скифах и аланах, но вообще о них как бы речь не идет. Так что, а там и Алушта. Это типичное аланское название, Судакская крепость. Там очень много артефактов и следов пребывания скифо-аланской цивилизации в Крыму. Тельняшки, береты, футболки цвета хаки. Ученики 44-й школы облачились в военную форму. На смотре строя и песни они демонстрируют умение выполнять боевые команды. Громко, четко, красиво и, конечно же, синхронно. Ребята долго тренировались и выступили более чем достойно. Члены жюри уверены, будущее страны в надежных руках. Все, конечно, готовились, видно, делали. Ну, некоторых хорошо получалось, некоторых немножко похуже. Особенно вот работа, можно сказать, как командиров тоже очень много значила. Видно подготовку, видно вдохновение, и видно, что в этой школе идет военно-патриотическая работа. В составе экспертов офицеры 58-й армии и преподаватели Суворовского училища. Жюри оценивало выступление каждого отряда по нескольким критериям. Лучших наградили грамотами и кубками. Сами дети в восторге от такого опыта. После выступления они смело заявляют: «Мы патриоты своей страны». Сегодня был конкурс, и мы маршировали. Мне больше всего понравилось, когда мы маршировали и пели песни. Я капитан, и мы маленькие защитники Отечества, и я очень горжусь этим. В 44-й школе смотр строя и песни состоялся не первый раз. Уже 6-е поколение воспитанников растет в традициях патриотизма и уважения к защитникам Отечества. В современных условиях прививать детям любовь к родине с самого юного возраста просто необходимо, считают педагоги. Именно поэтому такие конкурсы будут проводиться и в дальнейшем. Тинатин Музашвили, Яна Гагиева, Заур Цеуф, Осетия ТВ.